Добрый день. В эфире программа «Тема дня». Наш гость сегодня – первый заместитель экс-башкана Гагаузии Михаила Фармузала, политический и экономический эксперт Валерий Федорович Яниогло. Валерий Федорович, рады приветствовать вас в нашей студии. Благодарю вас. Добрый день. Валерий Федорович, прошедший год действительно был сложным и насыщенным, и трудным для всех нас. В соседней стране война, в нашей стране были выборы, в Приднестровье кризис энергетический, в Гагаузии строительство Гагаузленда. Что из всего этого вам запомнилось больше всего? Какие моменты были хорошие? Как хорошие, так и плохие оставили след в вашей памяти, так скажем? Год 2024, он довольно сложный для всех нас был сложный. Для населения Республики Молдова. И с учетом того, что я, будучи членом политической партии, первым заместителем председателя партии «Будущее Молдовы», ездил в том числе и по другим территориям, кроме Гагаузии. И скажу, что люди очень озабочены, и в этой озабоченность практически по всей стране. Бедность, озабоченность, рост цен. Сложно людям сегодня принять эту ситуацию, хотя они пытаются что-то сделать для того, чтобы сохранить свои семьи, сохранить свой народ в Республике Молдова. Но я думаю, что 2024 год не смог дать силы и возможности людям реализовать свои планы. Поэтому не могу сказать, что он хороший, тем более, что я уже не касаюсь пока вопросов, связанных с повышением цен. Газ, электричество сейчас уже, видите, повысились цены, а это вызывает цепь совершенно других повышений, в том числе и продуктов производства, в экономике, коммунальных услуг. Я не берусь утверждать, что есть много событий, которые могли бы... Яркие события какие-то, которые... Но я вам скажу, что в принципе, когда человек постоянно жалуется, то у него нет тяги к действиям, и он не может найти выход из этой ситуации. Всегда надо увидеть что-то позитивное, Я позитивно мыслящий человек, и я абсолютно убежден в том, что пока человек не ударится, он косяк этот не подымет или не нагнется. То есть он в этой части должен предпринять какие-то шаги. И 2024 год с этой стороны, наверное, дал нам возможность поразмыслить, а кто мы и для чего мы вообще живем на этом белом свете. Я могу сказать, что избирательная кампания, связанная была с президентскими выборами, и в особенности вопросы, которые были затронуты непонятно почему затронуты были в референдуме, потому что связывать президентские выборы и референдум — это нонсенс, абсурд, разные. И предшествующий этому вообще запрет доступа людей к средствам массовой информации. Но эти поездки, я активно участвовал, они дают мне возможность и увидеть что-то радостное. Люди начинают не просто за углом общаться и говорить: вот как нехорошо. Они начинают думать, а что мы будем делать, потому что завтра будет хуже. Это завтра уже наступает. Поэтому радостные моменты есть. Я не берусь утверждать, что самый счастливый момент — это строительство Гагаузленда, но это тоже событие, которое дало нашим людям хотя бы какую-то отдушину, наверное. Валерий Федорович, мне бы хотелось обсудить с вами текущую ситуацию в автономии у нас. Вы долгое время работали заместителем башкана и хорошо знакомы с проблемами Гагаузии. Как вы оцениваете сегодняшнее развитие региона? И если бы вы использовали десятибалльную шкалу, как бы вы оценили, какую оценку поставили по развитию региона? Я не берусь утверждать, что я имею право оценивать, а судьи кто? Как житель. Как человек, который я был 11 лет первым заместителем башкана, это 3 с чем-то года с Крайтором еще, и с Фармузалом 8 лет. Я могу вам сказать, что ситуация
в первое время, в 99 году по 2002, когда я был первым заместителем, тогда была очень, вы знаете, экономика, зарплаты людям не давались, и это позволяло, тогда люди были идеологизированы, политизированы, они были более искренние. И несмотря на то, что тогда было очень сложно, мы смогли Гагаузию продвигать. И вы знаете, с начала 2000-х годов пошла экономика, пошло строительство, город Камрад начал строиться. То есть вот то трудное время дало нам силы, толчок, понимание того, что все зависит от нас, не от кого-либо. Кто-то придет, сделает это. Не надо это ждать, что кто-то что-то даст. Да. Вот с этой точки зрения вот я имею возможность сравнивать. Да, я не беру, вот 8 лет, которые мы были с Формузалом, тоже очень много было сделано, и сделано было людьми самой Гагаузии. Вот, но я сейчас вот сравниваю приход к власти нынешних людей. Вот приблизительно с чем-то связано было вот с событиями 99-го, начала 2000-х годов. Что происходит? Тогда мы сгруппировались, как в гимнастике говорят, и удары получали, но не были такие болезненные. Но мы понимали, что мы способны решить и решали многие вопросы. Сейчас, к сожалению, власти, которые пришли, они почему-то рассчитывают на дядю, который придет и что-то даст. К сожалению, большому, наши люди бедные, и им какая-то там часть денег, которая откуда-то кому-то где-то перепадает, она играет роль в его формировании, в той семьи. И вот эта бедность привела к тому, что власть почему-то увидела свое назначение только в том, чтобы где-то взять и кому-то отдать. Но саму территорию развивать и двигаться вперед, тут пока я не берусь утверждать, что есть какие-то... сказать, да? Да, не то, что сложно сказать. Я не вижу ни программы деятельности исполкома Гагаузии, которая базировалась бы на что-то. Я не вижу действий, связанных с экономикой и развитием региона. Поэтому вот тут, наверное, есть проблема. Почему-то все рассчитывают на дядю, который находится где-то за пределами, и вот Шор придет, и он нас рассудит. На волшебную рыбку, да, Нет, как говорится? Я вот не вижу пока, и это больно. Диалог. Что такое диалог? Да, я же помню диалог, который был в 2000-х годах, когда пришли коммунисты к власти. Этот диалог привел к тому, что центральные органы власти взяли просто и отставили Башкана Гагаузии. Да? Юридически необоснованно, незаконно сместили. Поэтому вести диалог, а мы тогда вели диалог. На самом деле я был членом парламентской комиссии Республики Молдова, и где мы отстаивали интересы Гагаузии. Отстаивали, очевидно, что наша принципиальная позиция привела к тому, что центральные органы власти решили лучше этих убрать и кого-то другого привести, они будут более податливы, и так они и сделали. Сейчас в рамках чего возможен диалог, мне очень сложно понять, учитывая, что я как бы немножко отошел от политики именно в Гагаузии. Я не могу увидеть ту группу людей, которая смогла бы вести переговоры или хотела бы вести переговоры, разумные по исполнению закона в особо правовом статусе. Да и с кем можно вести диалог, когда президент государства нарушает закон? Это нарушение закона, это в принципе преступление, оно должно быть наказано. Если есть закон, в котором говорится, что Башкан избранный, Башкан является членом правительства, никакие другие аргументы и не нужны. И в этой части, я думаю, что с целью восстановления диалога необходимо, чтобы наша власть Гагаузии нашла авторитетных людей, которые, в принципе... вот в власти, допустим, с Кишинева, они говорят, что идут суды по отношению к Башкану, и
видимо, по завершению судов какие-то изменения, наверное, будут. Но вот, коль уже заговорили о Башкане, да, вот в 2023 году у нас были выборы, и мы выбрали нового Башкана. Была представлена программа, вы помните, наверное, тоже за этим всем следите, «Край мечты». Так называлась программа. Сейчас об этом все, мне кажется, подзабыли, никто не вспоминает про эту программу. Но были очень серьезные обещания. Вот строительство аэропорта, газ по 10 лей, 500 миллионов евро на социальные проекты. Люди поверили во все это, да, люди выбрали Башкана. Но вот скоро будет, мне кажется, скоро уже 2 года будет, еще нету, не прошло 2 года, как у нас есть новый Башкан, но мы наблюдаем, что у нас ситуация очень напряженная между политиками. И очень часто мы слышим, что у нас в Гагаузии полный раскол. Вот люди ошиблись в своем выборе, или кто в этом виноват, кого винить в том, что происходит? Ведь были обещания, люди в это поверили, выбрали Башкана, а регион не развивается. Что же делать дальше? Как вот выйти с этой ситуации? Людям иногда очень удобно ссылаться на то, что я поверил вот тому, поверил другому, поверил третьему. Подождите, все мы взрослые люди, образованные, грамотные, умные, мудрые. Мы же все прекрасно понимаем, что политик, который пошел во власть, он обещает, и иногда обещает так много. И нам но это свойственно политикам, да, потому и что мы по-другому видим, как их что выберут. эти обещания, они просто для избирательной кампании. Неужели наш народ не может увидеть, что вот здесь это просто некоторые элементы избирательной кампании? Да? Поэтому говорить для того, чтобы ввести, к примеру, определенную 500 миллионов евро в государство, да, есть Национальный банк, который регулирует систему наличности, систему обсуждения вопросов, связанных с внедрением каких-то, вот берутся кредиты, да, кредиты берутся ровно настолько, сколько можно будет позволить впоследствии выпустить леевую базу, потому что у нас торговля идет в леях. Не может быть просто так, вот мы взяли откуда-то из их государства и привезли сюда, и вот эти деньги, потому что такое деньги, да, это или продукция, или бумага. Есть, да, или бумага, это бумага, доллар нарисованный, он должен нести за собой определенную нагрузку. Продукт какой-то должен. Если просто завозить бумагу, не подкрепленную ничем, следующее идет инфляция. Поэтому заявления вот такого рода, они должны быть базированы на каких-то инвестиционных проектах, программах деятельности. И тогда встает вопрос, каким образом вы будете реализовывать. Вот я, работая директором агентства регионального развития, подготовил 5 программ. Программа – это развитие экономической инфраструктуры, программа «Дороги Гагаузии», программа, связанная с энергоэффективностью, программа экономики. То есть и вот эти программы, они предполагают, что вот в тех областях сегодня необходимо реализовывать. Сегодня в водоснабжении и канализации подготовлена программа по подаче, она есть. Эти программы работают сегодня? Вот вы уже там не работаете, да, я не работаю. Сами программы. Вот я и говорю, что вот эти программы, они должны были быть реализованы. Вот одна программа, связанная с, я помню, даже у вас говорил, что подача водоотведения, водопотребления, водоотведения, то есть канализационной сети, она уже реализовывается. Я еще тогда договаривался о том, что 8 миллионов долларов должны были поступить под программу проектирования. Проектирование уже идет. И очистные сооружения Камрата, а потом подключение к этим очистным сооружениям, для того, чтобы у нас не пахло, как многие люди знают, которые живут вдоль Ялпуга. Поэтому эта программа продолжает работать. В Чадырлунге, эта же программа в Чадырлунгском районе тоже сформирована была тогда. Я знаю о том, что она немножко видоизменена, она тоже система канализации. Я планировал тоже подвести
и Копчак, то есть и Хортин, и Валиперж Тараклийского района, для того, чтобы, во-первых, цена была меньше, во-вторых, мы предполагали, что та вода, которая идет после очистки, что ее нужно будет впоследствии на орошение. Вот у нас воды мало. Поливать поля. Да, то есть и были очень серьезные программы. Сегодняшняя власть почему-то, кстати, вот смотрю слишком бурные обсуждения по программе, это одна из проектов, это было заготовительно-бытовое предприятие муниципии Камрад вот на базе промышленного парка. И мы тогда, я еще работал, мы тогда внедрили его, 18 миллионов государство выделяло денег для того, чтобы сформировать, это же не только холодильники, там идет совершенно другое. Это, во-первых, заказ продукции, заготовка продукции, переработка, калибровка, логистика, транспортировка и реализация. То есть весь комплекс цель. Не сведены это для собственных личных интересов и больше ничего, и уничтожается программа. Вот в чем проблема этой власти. Да, во-первых, не знают, куда пришли, зачем пришли. И как можно изменить ситуацию вот в экономике. Вы сейчас говорите про наше региональное, про региональное руководство, про край мечты. Да, я говорю сегодня про то, что власти, я не называю край мечты или как, в данной ситуации это их программа, пусть они ее реализуют. Я веду разговор о Гагаузии, потому что я ее люблю, потому что я отдал 11 лет хозяйству Гагаузии, мы попытались что-то внедрить, вы знаете, но сейчас мне больно. Вы начали внедрять, а теперь это все приостановлено, насколько я понимаю. Ну вот я знаю, что промышленный парк в Камрате приостановлено. В Чедерлунге проект пока камрадский, пока вроде бы проектируется. Что будет дальше, посмотрим, потому что я не знаю, я не вижу, чтобы исполнительная власть Гагаузии, потому что это региональный проект. Исполнительная власть Гагаузии взялась и начинала курировать все эти вопросы. А почему? Вот они не заинтересованы или не понимают, что происходит у нас вообще? Да я думаю, что нет опыта жизненного, и по всей вероятности они считают, что они все знайки и не советуются с людьми, которые что-то могут... Потому что невозможно знать все. В какой-то области вы являетесь там в приоритете, а в какой-то области вам просто нужно найти людей, которые владеют, которые имеют опыт. Поэтому вот эта проблема, или нос задирается, или еще что-то такое. Мне ведь с удовольствием люди бы помогли. Мы понимаем о том, что Башкан, женщина молодая, да, может не владеть, ведь это не осуждение, это просто попытка помочь. И Башкан должен понять, что если она самостоятельная фигура, она должна с людьми выйти советоваться, кто в какой области знает, проведите мероприятия, проводите общение с примарами. То есть есть своя технология. Но есть же заместители, которые тоже работают, должны помогать Башкану. Они должны помогать, видимо, каким-то образом они работают. Я не владею ситуацией, я просто объясняю, для того, чтобы выйти из тупика экономического, необходимы конкретные шаги. Это собственные вложения, это привлечение инвестиций, в том числе интеллектуальных инвестиций, потому что нужно сначала соответствовать видению, цели, и потом отработать механизм, каким образом эти цели будут достигнуты. В политике же произошло, на мой взгляд, что-то непонятное, когда глава государства не признает избранного народом человека, да, Башкана Гагаузии, это меня оскорбляет, это меня обижает. Потому что, да, я не голосовал, к примеру, за этого Башкана, да, но я уважаю Башкана. Статус Башкана, вы говорите, статус, когда Башкан избран, он уже мой Башкан. И я хочу, чтобы в этом государстве уважали выбор моего народа. И вот тут возникает проблема. Эта проблема, на мой взгляд, связана с тем, что благодаря историческим каким-то моментам, да, Гагаузия голосует всегда по-своему. То есть ей очень сложно управлять. А все те, кто приходят к власти в центральных органах, кто бы ни пришел, он начинает с Гагаузией конфликтовать, потому что есть характер. И вот в этой ситуации мы понимаем, что необходимо изменить отношения центра с Гагаузией. И тогда пойдет дружба.
Тогда нам же не было тоже легко. Да, Я на живем в этой стране, так же любим я нашу уже на страну. заседаниях правительства в течение 11 лет постоянно находился. Потому что Башкан то в поездках, то все, а я как первый заместитель всегда был на заседаниях. Не было там любви. Там была работа. Да, так и должно быть. И сегодня то же самое должно быть. Да мне не нужно, чтобы меня кто-то любил. Мне надо, чтобы уважали мой народ. У него есть выбор. Пожалуйста, утверди. Докажешь ты завтра что-то такое, да? Не ты же сегодня Конституция, а не президент. Да. Конституцию мы избрали всем народом и обозначили, там есть позиции, уважение прав, свобод и многие другие аспекты. Значит, вот тут это вина руководителей, властителей Республики Молдова, к сожалению. И поэтому то, что они сегодня говорят, вот, они не рукопожатные, да подождите, нужна ли нам рука? Чью руку пожимать там? Ту, которая камень держит. Что такое рукопожатие? Открытая ладонь, значит, у тебя нет камня. Покажи, если у тебя там нет камня, пожмем друг другу руки и пошли дальше. Поэтому здесь это проблема. Но есть проблема здесь, в центре. Такая же. Нет желания вести диалог, есть желание сказать о том, что вот мы пришли... Легче скинуть вину на кого-то, да? Да. Чтобы не показывать свою недееспособность, мне так кажется. Валерий Федорович, в этом году вот Гагаузия отметила 30-летие автономии. Некоторые политики отметили этот юбилей в Москве. Туда поехали. Была небольшая встреча с активистами, журналистами, депутатами в Кишиневе, с президентом Молдовы. Однако, насколько я вот заметила, да, не было ярких обсуждений достижений автономии. Все там что-то там обсуждали, но никто не говорил, что мы достигли за эти 30 лет. Как вы считаете, вот такие события должны служить моментом для объединения или они скорее вот выявили раскол у нас в Гагаузии? Ну, я могу вам сказать, что я был 11 лет членом исполкома, и вот рассказываю, что управлял хозяйством Гагаузии, меня не пригласили на это мероприятие. То есть получается, что... Да, кстати, еще отметили у нас в Доме культуры тоже это мероприятие, да? Я забыла отметить это. Здесь, да, было, Да, что-то было. Я не был приглашен, я не знаю, что они анализировали, какие результаты, но... Я знаю со своего опыта, что когда люди собирают податливый зал, то есть людей, одобрямцы и так далее и тому подобное, то там результатов ожидать сложно. Когда в зале присутствуют люди, которые знают с достоинством и знают, чего они стоят, да, они, конечно, могут и высказать свое видение, и не всегда это видение должно быть против людей, организаторов. Это видение за развитие своей территории, потому что Гагаузия – это государство гагаузов. Да, я так считаю, это наше государство в составе Республики Молдова. Более того, для тех, которые нас пытаются там обвинить в сепаратизме, наоборот, Гагаузия сегодня является инициатором, индикатором именно жизни в Республике Молдова, молдавского государства. Поэтому, живя в молдавском государстве, мы хотим, чтобы мы вместе строили на общих правилах нашего общежития. А не так, что в Кишинев там вот сказал, я так хочу, так и будет. Так не бывает. Потому что и жизнь доказала, что да, какой-то период времени это так тянется. Наши, вот этот сегодня, на мой взгляд, собрали податливый зал. Поэтому там, видимо, говорили о каких-то достижениях своих за 2 года. Я не берусь утверждать. Честно говоря, не смотрел даже выступлений, ничего, потому что мне показалось, что сама автономия, она является, ну, очень хорошим проектом, который состоялся, уникальным, да, и мы должны его развивать. Это позволило Республике Молдова выглядеть в мировом сообществе, выглядеть очень хорошо. Поэтому тут ошибка наших местных руководителей. Вот за 30 лет существования автономии, вот что мы приобрели или потеряли, или что мы достигли? Вот что мы такое яркое можем выразить за эти 30 лет?
Если рассматривать с политической, тут с двух сторон надо рассматривать. С политической точки зрения и экономической, да. Если рассматривать с политической точки зрения, это уникальный проект, он был единственным в своем роде. Мы все участники развала большого советского государства, и перед обломками советского государства была провозглашена независимая Гагаузская республика, без которой невозможно было бы видеть гагаузскую автономию. Я считаю, что это великое достижение гагаузского народа и молдавского народа, потому что это позволило нам понять, что мы живем единство в разнообразии. Мы разнообразный народ, есть разные нас, но в единстве. Вот это, я скажу, что этого не отнять, никто не отнимет, потому что, но с этим политическим багажом мы не можем жить вечно, поэтому он должен развиваться. Я считаю, я вижу, есть перспективы для развития этой части. Что касается экономики. Вам, наверное, неизвестно, но я участник процессов именно сформирования финансовой составляющей, экономической составляющей Гагаузии в составе Республики Молдова. Мы конфликтовали с Министерством финансов, со всеми, потому что есть, согласно закону об особом правовом статусе, статья 18, где говорится о том, что бюджет Гагаузии формируется от видов налогов и платежей с фиксированным отчислением в Республику Молдова. Да. Так. Нигде этого не было, поэтому я участник всех этих переговоров, в том числе и европейские страны, они приезжали, они убеждали, что нужно так, но вместе с тем, с экономической точки зрения, мы добились того, что Гагаузия стала структурой, которая понимает, что если она не заработает, то денег у нее будет мало. То есть на тот период мы сформировали бюджет от всех видов налоговых платежей, и свой бюджет, я не беру границу, таможню, и тогда там другие платежи, не брал ли тогда мы банки, которые имеют прибыли, многие финансовые средства в центре, а филиалы не платили нам. Но с экономической точки зрения я считаю, что применение правил, которые были наверное, до прошлого года, кажется, работали, это было экономическим достижением. И мы начали формировать бюджет четкий, который позволял нам вносить изменения в систему налогообложения примариями. Мы первые внесли закон о патентах. Мы первые ввели закон о фиксированных платежах. Мы первые внедрили закон о списании штрафных санкций и пеня в случае выплаты долга, и это было в 2000 году, что позволило нам собрать свой бюджет. То есть, этот закон действует у нас в Гагаузии только? Да, он действовал только у нас в Гагаузии. Да. А сейчас действует на сегодняшний день? Ну, сейчас я даже сейчас его целесообразность на каком-то периоде ушла, поэтому, я не знаю, не работает. Мы применили и приняли новый закон, который предполагает формирование внебюджетных фондов развития Гагаузии. И вот в эти фонды закон, и он сегодня действует, но никто им не пользуется, к сожалению моему. Этот закон предполагал, что, к примеру, некий бизнесмен или группа людей, или группа государств захотела внедрить проект в Гагаузии. Да? Она говорит, я хочу внедрить в Гагаузии, к примеру, проект обеспечения дорогами. Да? И вот в этот внебюджетный фонд, который курируется Народным собранием и управлением финансов исполкома, поступают деньги под конкретный проект. И тот, кто проект отправляет, он присылает сюда людей, которые развивают. И вот, к сожалению, может быть, вот те 500 миллионов, о которых говорилось в этой программе, можно было пропустить через вот этот внебюджетный фонд. То есть мы юридическую базу подготовили в экономике очень хорошую, которая позволяла и позволила нам получить гуманитарную помощь
с многих стран. Вот при Формузале и при Кройтере мы получали. Но при Кройтере мы не смогли юридическую базу подготовить. И этим воспользовались непорядочные люди, которые заявили о том, что построили туалет, если помните такое. Да, помним такую историю. А вот при Формузале мы создали, в экономике создали управление материальных резервов Гагаузии и привезли, и зерно раздали людям, и топливо раздали людям, и еще сделали подачу 100% дали газ по нашим населенным пунктам, 92%, 100% дали воду по населенным пунктам, и 92% людей подключились к воде. Понимаете, это очень важно. И сейчас вот это в развитии идет строительство очистных, то есть водоотведение, и дальше пойдет полив. Вот я считаю, что вот это большое. Конечно, простой народ этого не видел, не понимал, может быть, что происходит. Но без этих шагов сложно было увидеть то развитие, которое получила в Гагаузии. Идите, обратите внимание, наши города все-таки Я думаю, строят. что люди это понимают, потому что сейчас у нас в селах есть и вода, и газ, и удобство. Цена, к сожалению, благодаря определенным политикам нашим. Ну, удобства без определенных цен не бывает. За комфорт надо платить. Поэтому я вот два эти момента вот в экономике и политике могу, ну, конечно, можно еще много говорить, но вот это основные моменты, которые позволили развить Гагаузию, позволили нам сказать о том, что, потому что многие что говорят, нам внедряют, центр внедряет в голову, а зачем вам Гагаузия? Только язык вот и делает. Подождите, если только мы будем на культуре и на языке, тогда дальше что? Значит, мы должны будем рассчитывать, что Кишинев нам будет давать деньги. А бюджет мы не... А что происходит? Вот видите, время от времени, если в начале формировался бюджет, собственные доходы были 60-70%, сегодня собственные доходы 30%. Подождите, а что это? Это означает стагнация экономики. Дальше что? Дальше будет 100% деньги с Кишинева, а кто платит, тот и заказывает музыку. И будем танцевать животами вперед. Валерий Федорович, вот немножко вы говорили чуть выше об этом, что Гагаузия за эти 2 года ассоциируется с регионом сепаратистом, да, как нас называют. Это, наверное, из-за этих выборов, которые прошли последние у нас в Башканы. Люди поверили в эти вкусные пряники, которые нам обещали, но у нас бюджет, да, Гагаузии, хороший бюджет. Вот почему вот как только проходят выборы, люди забывают о том, что нужно спрашивать с избранных наших руководителей, вот куда тратится бюджет. Вот люди забывают вот обо всем на 4 года, и дальше выбрали Башкана, и дальше они тратят как хотят эти деньги на их усмотрение. Да? Сейчас мы наблюдаем, что больше деньги тратятся, вот даже слушаем в Народном собрании, на машины покупают, бензин, расходы, поездки, командировки, танцы, гулянки. А люди молчат. Вот почему у нас вот неинформированные люди? Или что нужно сделать, чтобы люди понимали, что это их деньги, это их налоги? Ну, вопрос имеет право на жизнь. Мы видели, как формировалось наше народное собрание. Мы видели, как избирался председатель народного собрания, который настойчиво там 10 раз, сколько раз его выдвигали, его избирался. Да? То есть это свидетельствует о чем? О том, что при формировании структуры, которая должна контролировать бюджет. Законодательный орган. Законодательный орган, да. При формировании этой структуры уже изначально видны были интересы. Да. И не интересы Гагаузии бюджета, а интересы личные. Это первое. Второе, поэтому и нет спроса. Второе, процессы политические в Народном собрании, они являются... Я практически все это время, когда работал в исполкоме Гагаузии, я был человеком, который шел и налаживал отношения Башкана и Народного собрания. Ну, вы, наверное, знаете. Помню. Да, вы же помните. Поэтому я понимаю, что там происходит. Нету сегодня связующего звена между исполнительной властью и законодательной да, властью. Да, она и не нужна, мне кажется. Есть там, работают... есть там интересы.
Да. Вот интересы уничтожили именно интересы Гагаузии. Мне так кажется, что там что-то происходит такое, которое, в принципе, наверное, и не говорится вслух. Поэтому не хочу влезать туда. Бюджет формируется, бюджет исполняется по воле и желанию определенной категории. Не по закону, а по воле и желанию. Да, вот как раз об этом речь, что мы не видим развития. У нас бюджет есть, бюджет хороший по Гагаузии, но куда расходуются деньги, мы не видим развития, у нас ничего не происходит. Ну как? Я поэтому говорю, что нет программы, нет ежегодного отчета перед, ведь еще при предыдущем Башкане, сколько раз мы говорили, отчитаться перед Народным собранием, отчитаться, Башкан не хотел отчитываться. То есть многие, те, которые приходят во власть, они путают исполком Гагаузии, путают со своим домом, где они считают, что они хозяева. Здесь нужна, во-первых, воспитанность и культура тех людей, которые во власти, что они понимали, что они являются исполнителями воли народа, который его избрал, это во-первых. И во-вторых, он должен располагать определенными знаниями, опытом жизненным и другими какими-то человеческими качествами, которые позволят увидеть боль этого человека, который живет в селе. Почему он пьет, почему он, молодежь идет в наркотики, почему это же боль нашей исполнительной власти. Каждый руководитель должен пойти и узнать в селе, не танцевать там и не петь песни и селфи заниматься, а идти туда, в этот народ и посмотреть, что произошло. Решать проблемы эти люди, да, создать условия, не мешать этим людям жить. Что произошло? Ведь легко сегодня дать эти 5 копеек, да, это что, ну когда закончатся эти 5 копеек, что этому человеку дальше делать? Вот наши люди понимают, что они перед выборами берут, допустим, если это доказано, что за деньги выбирают, да, голосуют, вернее, за деньги, что эти деньги закончатся, и завтра что дальше? Что вот дальше? Понимают? Понимают. Люди все прекрасно понимают, но они говорят о том, что, по крайней мере, это поможет мне месяц прожить. Понимаете, людям очень удобно, сославшись на все проблемы, которые у него сегодня есть, сказать себе, ну, прости Господи, и так далее, и тому подобное. Но это все временно. Сегодня вот мы готовы, в этом году, я так понимаю, что у нас выборы в Народное собрание. Да. Вот эти люди, которые вы спрашиваете, понимают или не понимают, вот они должны выбрать людей, тех, которые не за определенные блага, а просто он видит деятельного человека. У нас в Гагаузлайвлядайрлы, сен истерсин билме адам не yapacak, bak kim nereden o. Кто его родители? Ama bu işlemiyor şimdi Valeri Fedorovich. Так, Şimdi işlemiyor. verirler, Niçin işlemiyor? 10 ruble verirler, da insan... Niçin işlemiyor? İşlemiyor, onun için biz oradayız. Biz oradayız. Orada o köyde, orada insan dolu toplandı. Da onlar düşünüyorlar, ne yapalım? Git al oradan bari bak. Bir ay yaşayacağız. Yaşayacağız da sonra mı? Ama geliyor gün, есть у русских такое выражение, моя хата с краю. Но с краю она, если с той стороны зайдут, а если с этой, то она первая. Да. Поэтому нужно думать, потому что и в этом крайнем доме, и в том крайнем живут люди. И вот когда руководитель Гагаузии, да, вникнется вот в это, тогда ему легче будет понять, а что необходимо делать. Тогда будет понятно, что первое лицо не может быть членом какой-то партии конкретной, он должен быть членом... И не представлять чьи-то интересы. Да, он должен быть народом. Интересы должны быть Гагаузии в первую очередь, интересы людей, но мы этого не замечаем вот за последние 2 года. Не только за 2 года. Да, я думаю, что и последние 10 лет этого я по крайней мере, не видел. Я видел то, что интересы какие-то там пошли, купили, расписались на маечках детских и все. А дальше что? Ну, расписался в одной, 10-20 иконку подарили. Дальше что? Дальше необходимо думать, а что в экономике? Когда мы уходили, каждый год в течение 3-4 лет поступали в Гагаузию. Мне Башкан, госпожа Влах, говорила, да, Валерий Федорович, на самом деле на 30 миллионов больше, чем нужно было. Я говорил тогда и господину Чебану,
вложите эти деньги в экономику. Не надо просто так дарить там где-то что-то, потому что это не даст возврата. Вложите в экономику, и когда пойдет экономика, то завтра вы сможете этим людям и дать то, что вы считаете нужным. И это, считайте, за 4 года нужно было где-то 150 миллионов. Если те 150 миллионов тогда внедрили бы в экономику, сегодня уже была бы другая налогооблагаемая база. Поэтому нужны люди компетентные. Вот, наверное, у них проблема компетентности есть. Да. И командная работа. Валерий Федорович, еще один вопрос хочу с вами обсудить. Вот говорят, в демократическом государстве политика должна быть профессией, да? Но у нас в автономию политика зачастую превращается в бизнес. Вот вы наверняка тоже в курсе, владеете ситуацией. Вот совсем недавно я смотрела заседание нашего местного совета, где советники приняли постановление, согласно которому они будут получать по 2500 леев за заседание в нашем городе. Да? Вы представляете себе 2500, и они все проголосовали за. Не знаю, как примар выйдет с этой ситуации, потому что это деньги с примарии, наверное, нужно будет платить. 2 заседания в год, вот 5000 лей, это зарплата. Вот, месяц. В месяц за одно заседание 2500 лей на одного советника, вы представляете? Но в примариях это тот же бюджет, это те же наши же налоги, которые мы выплачиваем, многие налоги в примарии остаются. Вот как понимать вот эту ситуацию? Советники, когда идут на выборах, обещают людям, они же должны бесплатно наработать, насколько я понимаю, на общественных началах. Вот, а тут 2500 за зарплату. Вот как бы вы комментировали? Вот? Вы знаете, я чуточку дам одну некую предысторию. Значит, в Республике Молдова есть Гагаузия, да? Для того, чтобы центр хорошо мог влиять, не управлять, а влиять на органы местной публичной власти, предусматривалось внесение изменений в формулу финансирования определенных населенных пунктов. И вы, скорее всего, помните, что когда возникла эта проблема, мы в Гагаузии, в частности, я ездил, встречался с депутатами парламента, мы сопротивлялись, и они хотели вот то, о чем я говорил, что мы приняли в 2000-х годах, они вот эту систему бюджетного финансирования решили изменить, в том числе и по Гагаузии, или в первую очередь по Гагаузии. И вот тогда мы сопротивлялись, и помните, что, и помню, мы с барабанами там стояли, били, и, короче, блокировали принятие этого закона. Вот. И в Гагаузии мы внедрили, потому что по той формуле мелкие населенные пункты шли на ликвидацию по республике. Ну как, мы видим, уже это происходит по целому построению. В Гагаузии не происходит, потому что мы сказали, вот благодаря вот тем барабанным звукам, которые были, вот те 40 миллионов появилось у того Башкана 4 года. Потом это все поменялось и стало. Но мы внедрили другую формулу финансирования по Гагаузии, и это позволило нам сохранить в населенных пунктах школы. Вы же видите, наши маленькие населенные пункты по сегодняшний день работают. Сохранить наши села сами. Где-то фабы, где-то, то есть лечение, все потихонечку, где-то там вы видите, что оно сохранено в том виде, который было раньше. Наши маленькие населенные пункты начали жить благодаря неким отчислениям от крупных населенных пунктов. Тогда примары начали возмущаться, вот так и так, города, вот мы о чем мы кормим, подождите. Есть Гагаузия, да, есть региональный интерес. Мы должны сохранить Гагаузию, и все. И нам удалось тогда решить эту проблему, убедить примаров, и все согласились. И по сегодняшний день эта новая формула финансирования, она работает и дает, я считаю, пользу. Но эта новая формула позволила финансировать хорошо сами примарии. Тогда школы принадлежали примариям, но финансирование было взято в регион. Вот. Остались у них только детские сады. Они получили стабильное финансирование, и это дало им возможность самим свой бюджет формировать и распределять так, как они считают нужным. И вот, видимо, вот то, о чем вы сегодня говорите, это следствие того, что
я же наблюдаю, то там они выделили землю кому-то там у дороги, то все, и они друг с другом уже ругаются, это тебе, это мне, они начинают распределять свои возможности. Я считаю, что это глупо. И если рассматривать с точки зрения, что у этого человека есть советника, есть денежные потоки, то, наверное, с этой стороны можно ему оплатить здесь, чтобы он не лез на крупные эти денежные потоки, и чтобы это дало развитие города. Но здесь я вижу в Камрате по информации, которая поступает, что и там, и здесь, и я считаю, что 2500 лей это очень много на одно заседание. Это получается один рабочий день стоит 2500 лей. Умножь на 20, это получается сколько? Давайте мы будем поскромнее. Миллионы, да, я считаю, что советники, которые... Ведь обратите внимание, что произошло. Я, будучи председателем партии на тот момент, наш Буджак, выдвинул, учитывая, что финансовых возможностей не было, только в 4 населенных пунктах в органы местной публичной власти выдвинул советников. И поддержал. В Чедерлунге партия «Наш Буджак» взяла большинство советников. Мы на первом месте. В Гайдарах мы взяли, кажется, 3 или 4 депутата и в Ферапонтовке. А в Камрате ни одного. Вот вам ответ на вопрос. В Камрате люди не проголосовали за партийных кандидатов, а проголосовали за индивидуальную личность, который каким-то образом, видимо, среди своего населения, Камрат характерно, вот это своеобразно, вот голосует за независимых. И этот человек, который пошел, и эти люди за него проголосовали, он говорит: ребят, а я обязан только тем людям, которым я рассчитался. Теперь я уже никому ничего не обязан. Я дальше сейчас решаю свои вопросы. Видимо, вот эта психология в Камрате, она продолжает работать. До того момента будет работать, пока не будет сформировано, я думаю, что какое-то региональное, или общественная организация сформирует группу людей, или партия сформирует, и эта партия будет нести ответственность за своих депутатов. А так, я думаю, что это все, во-первых, нескромно, во-вторых, неправильно. А можем мы вот сделать выводы, что эти советники просто преследуют свои интересы, вот идут во власть, чтобы что-то иметь с этого, они, звучит советники, примара, это же совет. Вы понимаете, примар и советники имеют такое же отношение друг с другом, как Башкан и Народное собрание. И вот принципы их отношений, они исходят из интересов. Здесь интересов, вот теряются интересы города, теряются интересы Гагаузии, и остаются интересы конкретных людей. Какие интересы? Я не буду обвинять людей, да, у каждого там есть какие-то свои, я не считаю, что они там все уж такие вот коррупционеры и то все. Наверное, или люди чего-то недопонимают, или так удобно. Валерий Федорович, в этом году нас ожидают парламентские выборы, и, как обычно, Гагаузия всегда голосует за республиканские партии, да, наших партий местных получается, что нету уже. Но после выборов, как принято, уже республиканские партии занимаются своими делами, вот проблемы Гагаузии остаются нерешенными. Как вы считаете, насколько это важно, да, на будущие парламентские выборы, чтобы у нас в Гагаузии была своя партия, или опять же люди пойдут за республиканскими партиями, да, потому что в парламент независимые не выдвигаются, с Гагаузии точно вряд ли будут независимые кандидаты. Я вам скажу так, в свое время я посоветовался с людьми, очень многие ко мне подходили, говорю: Валерий Федорович, вы сможете, создайте партию, республиканскую партию, мы помним, да, с гагаузским уклоном. То есть я собрал людей, мы посоветовались и собрали подписи людей, установочные данные, все как положено, собрали из Гагаузии и Бессарабии. Вот, больше. И была партия зарегистрирована. Так.
Вы успели участвовать на местных Да, выборах? и вот на местных выборах мы участвовали, и я обратился к тем людям, в том числе и по Фейсбуку, по каким-то там возможностям другим обратился. Уважаемый народ Гагаузии, по вашей просьбе группа людей провела без финансов на наши пенсии, на все эти дела, мы сделали все, что могли, да, провела организационное мероприятие, зарегистрировала партию, она называется «Наш Буджак». Прошу вас, поддержите, в том числе и в Камрате я обратился, и в других населенных пунктах, поддержите партию, и мы сможем участвовать во всех процессах, ну, как и в том числе и венгерская партия в Румынии. То есть идея была такая. Наш народ не поддержал. Он, ну, в Камрате я вам сказал результат. То есть ему это, люди в основном, они просили, не знаю по каким соображениям, но когда уже партия была создана, они сказали, ну, Валера, иди делай сам, что хочешь. И тогда команда, которая сформировала, она поняла, что в принципе, оказывается, не нужна эта партия людям. Вот говорим, они говорят, вот, взяли азам, bizim партия olsun, ne onlar kışında yapmalı bir şey. Tenene sizin partiye ne yaptınız? Ne yaptınız? Bak laf. Bizde kalı çok iş lafta. А kimseyi adım yapmıyor. Тогда мы приняли решение по парламентским. Мы же понимаем о том, что чисто Гагаузская партия уже тогда, исходим из того, что раз так поступили на местных выборах, она не сможет выступать в республиканских и принимать какие-то... Конкурировать с другими партиями. Конкурировать. Поэтому мы приняли решение о том, чтобы внести изменения и связать партию в целом с Молдовой, и поэтому мы ее назвали «Будущее Молдовы». Ну и предполагая о том, что будем участвовать в президентских выборах, мы выбрали председателем партии господина Тарлева. Но основа партии – это Гагаузия. Поэтому завтра придет время, к примеру, парламентских выборов, будущее Молдовы пойдет на избирательную кампанию. Вот Гагаузия должна знать, что там есть ее партия, Гагаузия. Есть. Нужно за нее голосовать. Но проголосуют или нет? Ну, посмотрим, увидим. Вот. Я в данной ситуации вижу, что, скорее всего, если вы помните, мы создавали в свое время единую Гагаузию. Да, помню. И на башканские выборы, и на выборы депутатов. Была конкуренция. Дудоглас создал новую Гагаузию, мы единую Гагаузию. И вот на базе, учитывая, что региональные партии законодательство не дает возможности, мы на базе общественных организаций собирали людей вокруг общественной организации. И довольно эффективно, например, Единая Гагаузия 2 раза избирала Башкана своего, да, Новая Гагаузия, Примаров. То есть я думаю, что сегодня, скорее всего, нужно вернуться к общественной организации, которая сможет участвовать в подготовке выборов в Народное собрание. Это очень важно. Сегодня парламентские выборы в Республике Молдова самые важные, я думаю, с того периода, как провозглашена независимость молдовского государства. Если будет избран состав, который не будет работать на молдавское государство, то думаю, что перспективы Молдовы как государства нет. И точно так же у нас по Гагаузии. Вот вы затронули, да, сказали, что в этом году, и у нас действительно в этом году у нас будут и выборы в Народное собрание Гагаузии, но это очень немаловажный момент для будущего региона. Но вот уже ходят прогнозы, что будущий состав Народного собрания Гагаузии будет Шорос. Да нет, я думаю, что не надо гиперболу создавать вокруг Шора. Или, может не быть, надо это слишком... уже боятся все, да, что... ну, где-то что-то произошло, шоровская сетка. Я верю в своих людей, я верю в свой народ. Даже когда они проголосовали за госпожу Гуцул, которая, ну, нет у нее послужного списка, который позволяет быть башкаром. Но я уважаю выбор моего народа. И вначале, если вы даже помните, поддерживал, мы прошлись, пошли по бюллетеням, когда хотели забрать. Я был в составе, я защищал. Я считаю, что раз состоялось событие, наш народ мудрый, он малочисленный, но сохранился уже столько лет, он сохранился и знает свой язык. Значит, этот народ знал, как выжить.
Оттуда убежал, приехал 200 лет назад на эти территории. То есть, значит, и сейчас вот он правильно, я не знаю, по каким критериям он оценил, но он правильно поступил. Поэтому я не осуждаю выбор народа. И мне кажется, что избранные должны соответствовать тем людям, которые его избрали. Вот здесь проблема, которую нужно. Народное собрание очень важное. Да. И если мы сегодня будем изначально убеждены в том, что депутатов Народного собрания купят, ну так грош нам цена. Что мы создали? Так вот об этом и речь, что могут... Значит, вот с этими людьми нужно вот разговаривать. Мы с вами говорим, да, если продадутся сегодня, значит, будут унижены. Значит, пусть мордой по батарее ведут этот народ. Этот народ, он достоин, он не купится. Прошел пик Шора. Прошел. Все уже. Надо забыть то, что Шор. Кто нянда нери онда bu kadar para da o verdi öyle kendi cebinden aldı da verdi. Kim verir para gelir? Düşününüz. Поэтому insan lazım bunu bilsin, görsün. Neden ne var? Ama var ne? Var halk, var insan kim düşünüyor kazanma, var insan kim düşünüyor yani yarın öbür güne lazım olacak gitmeye teori dünyanın öbür tarafına da нести отчет за свои действия перед Богом. А аэропорт построили, 500 миллионов получили, дальше какие обещания могут быть? Да вы посмотрите, с этим аэропортом, я ни разу не говорил, но у вас на передаче могу сказать. Еще в 2000-х годах мы принимали решение о том, что необходимо строительство аэропорта. Я здесь, помню, в Камрате, продавали землю за $1, по-моему, да, нет? Здесь в Камрате было избрано место на 12, вот место даже есть, да, я сейчас не буду конкретизировать, потому что оно там распределено, но были желания для того, чтобы построить, нужны были деньги. Был инвестор, была конкретика, не буду я всего этого называть. Был и инвестор? Все было. И было желание, был проект, и было все, что нужно, чтобы построить. Но в Республике Молдова на тот период времени было Приднестровье, которое провозгласило независимость, и она не вернулась к Гагаузии. Да. И Гагаузия, что такое аэропорт? Это возможность самостоятельно заниматься многими вопросами. Мы говорим и экономикой, и транспортировкой, и многие другие. Кто в центре захочет дать возможность непримиримым гагаузам быть самостоятельными, даже в Тирасполе же не строится. Понимаете? И сегодня вот эти заявления, которые звучат, это глупости. Я помню, Ирина Федоровна... Глупости были и тогда. Да, она 2 раза в программах писала. Я же вам говорю, что для того, чтобы построить аэропорт, необходимо разрешение многих аспектов, конечно, в том числе и соседи. Видите, что сейчас творится? Вот с того аэродрома можно было там и беспилотники, и все. Кому? Ведь это есть система безопасности, которая управляется государственными институтами. И эти государственные институты, по крайней мере, наверное, сегодня еще понимают о том, что от них много чего зависит. И никто не даст возможность сегодня, вот век, когда война рядом, строить в Гагаузии аэропорт. Конечно, Это глупо. Поэтому я говорю, что люди должны иметь хотя бы опыт, и минимум знаний, определенную культуру отношений с другими людьми. То есть это очень важно. Поэтому здесь я уважаю молодость, я очень хочу быть молодым, но уже не получается. Но вот у меня есть мудрость. Да? Вот мог бы кто-то спросить, и я бы ответил, что, ребята, пока не суйтесь, пока не время. Валерий Федорович, в последнее время в средствах массовой информации часто обсуждают борьбу с коррупцией у нас в стране. Да? Как вы считаете, возможно ли в нынешних условиях эффективно побороть коррупцию? И что мы понимаем вообще под это слово в коррупции? Что нужно делать? Какие изменения в законодательстве должны быть, чтобы мы как-то изменили эту ситуацию? В нашем регионе. Будем обсуждать нашу Гагаузию. Отдельно коррупцию рассматривать невозможно. Понимаете, я работал в свое время в структурах безопасности государства, да? И у меня была определенная задача, еще в советские времена мы боролись с коррупционными схемами. То есть лозунг еще с тех времен. И я изучал эту ситуацию, да, тогда это называлось борьба с организованной преступностью, потому что но для того, чтобы тогда нам бороться с организованной преступностью, мы сначала давали определение,
что такое организованная преступность. И у нас четко было распределение. Вот это, вот это, вот это. То есть наличие возможностей, наличие структур, наличие... То есть прежде чем с чем-то бороться, ты должен дать определение Понимать. этой вещи. Да. Вот. И вы Вот сказали коррупцию. четко вопрос, что такое коррупция. А что такое? Вот знают ли эти люди, которые заявили о борьбе с коррупцией, что такое коррупция вообще? Не знают. Я берусь утверждать, я владею определенной... Не знаю. Потому что есть государственная коррупция, есть коррупция людей, которые имеют возможности для решения, которые влияют, вот в последнее время говорят о том, что он влияет на принятие решений и так далее. Вот. Есть юридические термины, которые необходимо четко выдержать. Объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Вот все три. Где мотивация, где действие, где объект. То есть это все не определено сегодняшним законодательством так, как необходимо, а определено конкретными людьми, которые говорят, нет, я вот вижу, он коррупционер. Как? Вот надо проверить у него дом, то все. Ну какое ты имеешь право? Есть право, конституционное право человека быть огражденным. Пока ты не доказал, что я вор, то я не вор. А сейчас идет наоборот. Я тебе сказал, что ты вор, ты докажи, что ты не вор. Подожди, ну так не бывает. Перевернуто все с ног. Никто не победит никакой коррупции таким образом. Эти люди, которые сегодня борются с коррупцией, они сами не знают, что такое коррупционная схема и так далее. Там, они должны четко дать определение. Тогда, когда будет определение, оно будет опубликовано, люди видят, что он входит в это определение, он не будет коррупционером. Тогда не надо будет бороться. Просто не создавать условия для коррупции. А сегодня все условия создаются для коррупции, создаются запреты, препятствия, а там, где есть препятствия, там есть желание найти человека, который позволит обойти препятствия. Нет, это не борьба с коррупцией, это имитация. Валерий Федорович, я вот этот вопрос всем своим участникам задам и вам. Я вот наблюдаю, да, что у нас в Гагаузии, к сожалению, нет или мало их, или не хватает их аналитиков, которые бы анализировали ситуацию, да, как мы живем, куда мы движемся, куда нам идти дальше. Мне так кажется, что у нас нету и политиков, которые бы советовали, вот, допустим, руководству нашему, как правильно развивать регион. Вот нет полноценного диалога с Кишиневым, и много чего нет за последние годы. Вот за 30 лет автономии неужели нельзя было как-то вот этими проблемами заняться и иметь и своих аналитиков, своих политиков? Мы же должны развиваться в регионе. Такое ощущение, что мы вот остановились и... Ну, я вам скажу так. Значит, смотрите, с 2000-х годов вот, мы ставили перед собой задачу изучить, что происходит, определить приоритеты, которые необходимы из этой обстановки. То есть аналитический центр у нас в группах всегда присутствовал. Поэтому мы и знали, каким образом двигать экономику. Вот. Базируясь на перспективу развития Гагаузии в составе Республики Молдова, вот, мы тогда определили и приняли решение изначально создать свое управление внешних связей, которое назвали Министерство иностранных дел. Вы, наверное, помните, Стамат Илья Ивановича мы назначили. Помню. Да, вот. Центр тогда на нас сразу как бы разозлился, и у нас в Молдове, начались другие проблемы, да? Начались, но мы, несмотря на это, продолжили. И на базе этой структуры мы начали создавать аналитический центр. То есть, потому что иностранные дела являются внутренние дела, анализируешь, что происходит, и таким образом влияешь на внешние дела. То есть эта группа, в моем понимании, тогда, когда мы формировали, тогда с Дмитрием Васильевичем Кройтором мы были, да, мы сформировали группу, которую назвали конкретно. Сейчас, потом была создана еще раз, она называлась Управление внешних связей, и она сегодня продолжает существовать. Но сегодня она выполняет функции встретил, провел, программа визита Башкана, это управление делами работает. То есть центр аналитический,
он изначально, учитывая, что мы не могли финансировать самостоятельно какие-то самостоятельные структуры, мы принимали решения, и в рамках управления мы всегда говорили о том, что есть отдел, который должен анализировать. В управлении экономики есть аналитический отдел, он должен анализировать экономику. Управление внешних дел – это вопросы, связанные с отношениями другими. Мы открыли около 46 центров за границей, и с которыми решали вопросы экономики, не политики, экономики. И это важно. То есть основа для получения вот этих экономических анализов и политических анализов, она есть. Вопрос в том, что... Не работает. Не работает. Я же вам говорил, закон о внебюджетных фондах есть, не работает. Но это все мы принимали для того, чтобы оно работало для Гагаузии. И мне не нужно было, чтобы кто-то там хвалил или кто-то меня бил. Мы это делали для Гагаузии. Пришел один башкан, работай. Придет другой, работай, посмотри. Ведь те люди, которые проработали, они же не такие дураки, они же что-то сделали и оставили для вас. Почему-то приходит один башкан, он уже говорит, первый экономический съезд. Приходит другой, первый, подожди, какой первый? Есть история. Второе, что мы создали Центр научных знаний. И я не один раз говорю, ребят, это наша Академия наук. Вот, не надо организовывать встречи башка. А вот мы изначально Петра Михайловича Пашалы, когда назначили, он четко понимал свое назначение и готовил Центр научных, там профессоров, все. Он готовил. И мы должны были правильно повести. Во-первых, изготовка книг на гагаузском языке. Книги, которые издают наши гагаузские историки, там, это все, и аналитическая база, которая должна была дать, в том числе и научную базу. Вот в два этих момента, благодаря Маруневичу, кстати, второй центр Царство Небесное мы сделали, она была у меня несколько раз, просила, мы ее создали, а потом другие пришли, ее уничтожили, и бедная женщина ушла из жизни, наверное, с обидой, в том числе из-за этого. Да? Вот есть база, нужен определенный разум, чтобы, не усугубляя ситуацию политическую, очень четко понимать, на каком небе мы находимся и что нужно делать завтра. Ну, будем надеяться, что еще придут хорошие времена у нас в Гагаузии, Валерий Федорович. На этом нашу передачу мы уже завершим. Учитывая, что это мои первые программы, да, в этом новом году, я предоставляю вам возможность что-то пожелать на целый год вперед нашим телезрителям. Ну что, уважаемые друзья, уважаемые сограждане, уважаемые жители Гагаузии, год очень тяжелый будет, так же, как и 2004, хотя даже... У нас предстоят и парламентские выборы, и народные собрания. Ну, да, может быть, и сложнее. Вот. Она для Гагаузии, потому что мы участвуем в парламентских, потом тут же плавно переходим на выборы в народное собрание. Я не знаю, что еще придумает наша центральная власть, может быть, какие-то еще другие аспекты будут влиять. Но, несмотря на это, я желаю, чтобы у нас было равновесие души и тела, чтобы мы не нервничали и чтобы мы не боялись, потому что внедрение чувства страха в людей, оно очень негативно влияет на самих людей. И когда человек постоянно боится, то не будет у него в перспективе хороших результатов как в жизненных, так и в политических моментах. Поэтому я вам желаю прожить год без страха, но целенаправленно, настойчиво и решительно знать, что отстаивать, и отстаивать свои права в этой области, в котором мы будем вместе с вами двигаться. Найдите людей, которые способны будут решать вопросы вашего села и не назначать себе большие деньги. Изберите их и потом спрашивайте. Но когда будете избирать людей, смотрите, кто он, что он сделал для своего села, для своей Гагаузии, для своей Молдовы. Я думаю, что тогда и сама Гагаузия поймет, что депутаты Народного собрания предназначены не для того, чтобы решать только вопросы своего села, а вопросы самой Гагаузии. Это намного важнее, потому что село находится в Гагаузии, если уничтожится Гагаузия, значит село тоже будет жить с трудностями.
Пусть нам этот год принесет побольше радости, чтобы детки нас радовали, чтобы мы сами радовались. И удачи нам всем. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Надеюсь, что нам удалось раскрыть некоторые важные проблемы для наших телезрителей. Программу провела Елизавета Ротарь. Всем удачи в новом году и вам желаю успехов, Валерий Федорович. И до новых встреч в эфире.